Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... В столице Кыргызстана, в городе Бишкек, по адресу улица Баялинова, бывшая Ленинградская, на пересечении Тагалока-Молдо, недавно открылся новый центр обслуживания для горожан – кафе, отель капсульного типа и мини-маркет. Здесь можно отведать блюда национальной, европейской и турецкой кухни. Принимаются и заказы с доставкой на дом. Цены приемлемые и меню с богатым ассортиментом. Отель капсульного типа также предлагает свои услуги клиентам по очень низким расценкам. Отметим, в период пандемии и режима самоизоляции Capsule Hotel Techno Cave при поддержке посольства Турецкой Республики и турецких компаний очень активно участвовал в оказании помощи нуждающимся гражданам Кыргызстана и Турции. Мы встретились с управляющим заведения господином Озерум Лелом. Кыргызстандарга бардык элибиз азыр кыйналып атат. Ошо кыйынчылыкта бизге жардам бергиле деп
hareket kıldık. Alardan da көп kişi bizge jardam berdi. Biz Türktör Kırgızstanda yaşaganda Kırgızdın nanını, Kırgızdın susunu, rızkımızı uşul jaktan tapkandan keyin bir nerse kılışыбыз керек болчу. Ошон үчүн biz бул жактагы бизнесмен туугандар менен бүт баарыбыз түрктөр чогулуп туруп эмне кылабыз деп посол Türkiýanyň посолу Cengiz Fırat Bey'e kayrıldık. Cengiz Fırat Bey özünün koşumu menен Pasolskanyň jardamı menен bir günde 500 kişi menen 1000 kişinin ortasında milisiyalarga, posto işlegenlerge jana vraçlarga, KDI ügülörlerge çeyin büt jardamımızdı. Akça menen, tovar menen, produktu menen, jana tamak menen kamsızdadık. Hareket kıldık. Oşol boyunca Kırgız bir tugandar bizdi jakşı görüp kalıp, siler çin ele bizdin tuganыбыз dep jakşı kabul alıştı. Bu Türkiye'den gelip bul jakta yaşagan biznesmenler bolsun, Türk elinin jarandары, Oş, Jalabat, jana Isıkgöl jaklarında yaşagan kişiler Türkiye'ye barış üçün kala turgan jeri, jayı jok bolgondorgo Türeski Pasolsk'a kayrıldı. Cengiz Fırat Bey jana oşol menen işlegen kişiler Pasolsk'a oşol kişilerdi Teknokeyf Kapsül Otel'e jönöttü. Teknokeyf Kapsül Otel restoranı menen bularga kolundan gelgen jardamı verdi. Bir tin aka albadan bulardın tamaklarındırdı. Jana Türkiýe gete turgan wagtga çeyin bulardı jakşı karadı. Andan tışkarı Türkiýe barbay bu jakta kıyınçılık tartkan, Kırgızlar menen üylönüp akçası bütüp kalganlar da gelip bizden Gasnisa'da 15-16 kişiye çeyin Türk garajlarını bu jakta pandemi wagtynça biz menen bu jakta yaşap kaldı. Andan tışkarı bizden bu jakta bolgan marketimiz jana kolumuzdan gelgen nerselerdi bu jakta yaşagan KDI ügülöler günüge gelip bu jaktan özlerinin azık tülügünü aldı. Bu vakit Kırgız menen Türktün bir tugan bolgonunu görsetdi. Kırgızlarda bir söz var, aytıp atышат. Kayakta yaşasan oşol jerin ırın ırdap elde siylagıla dep aytıp atpayбы. Biz de oşo oy menen Kırgızlar bizdin tuganыбыз dep alardı siylap, alar menen birge jürüp uşol kıyınçılıkты birge ötküzdük. Kudayga şükür бүтüp kaldı. Юрюки – кочевые тюрки современной Европы и Турции. Известно, что предки большинства тюркских народов еще недавно по меркам истории были кочевыми, а ныне являются оседлыми. Однако большинство – это не значит, что все. В Турции есть довольно интересный народ, который до сих пор в пределах этой страны ведет кочевой и полукочевой образ жизни. Более того, государство их в этом поддерживает и не создает особых препятствий. Этот народ называется юрюки. Есть вариант написания как юрюки. По сути дела, можно было бы сказать, что юрюки – это такой субэтнос турок, отличающийся от основного народа лишь способом хозяйствования. Как и турки, юрюки являются потомками огузов, наряду с такими народами, как туркмены и азербайджанцы, например. Однако все дело в том, что юрюки еще в эпоху формирования турок-османов как этноса уже отделяли себя от него, точнее не собирались в него вливаться, как другие тюркские племена, ставшие позже турками. При этом юрюки постоянно были рядом с турками, служили им, участвовали в войнах на их стороне, проповедовали ислам и не только. В настоящее время юрюки, как и другие кочевые народы, делятся на более чем 20 племен. То есть назвать их просто субэтносом турок не получается. Это скорее близкородственный народ, не пожелавший создавать свое отдельное государство или не сумевший это сделать. Антропологи отмечают, что юрюки отличаются от обычных турок более выдающимися монголоидными чертами. В частности, в среднем они меньше ростом, на лице плохо растут борода и усы, скулы заметно выступают, а также взрослые нередко имеют эпикантус – монгольскую складку в уголке каждого глаза. Вопрос о численности юрюков открыт. Дело в том, что в Турции их считают просто турками, поэтому отдельно не пересчитывают. Такова официальная политика по отношению к большинству народов этой страны. Разве что курды этого избежали из-за своего количества и яркой непохожести на турок. Юрюки живут в таких районах Турции, где промышленность развита плохо, но при этом остается довольно большое пространство для овцеводства. Помимо этой страны, юрюки живут в Северной Македонии и Греции, но там они уже почти прекратили кочевой образ жизни и стали оседлыми. Тем не менее, от македонцев, славян и греков они, конечно, отличаются.
первую очередь они владеют тюркским языком. А вот от братьев турок, также живущих в Греции и Северной Македонии, юрюки отличаются наличием старинных традиций и обычаев, которые обычные турки давно забыли. Кроме того, большинство юрюков малообразованы, особенно женщины. При этом известно, что паранджу они не признавали вообще никогда, являясь истинными мусульманами. Аутентичную деревню, в которой воссоздали бытовые условия и уклад турецкого племени, предметы обихода, обряды и костюмы. Название «Музей Йорюк» – это сочетание турецких слов «юрюк» – сильный, воинственный, и «юрюмек» – идти, продвигаться. Этим словом также называется турецкий народ, ведущий кочевой образ жизни, который связан с отгонным скотоводством, в отличие от более оседлых тюркоязычных. В Фетхие, благодаря своему удачному месторасположению, парк находится среди живописных горных склонов, на которых растут в изобилии сосновые деревья. Посещение Йорюка всегда сопровождается отличным настроением, чему способствует любование окружающими природными красотами. Особенно впечатляющая панорама открывается с возвышенности горного склона, откуда прекрасно просматривается бесконечная гладь Средиземного моря. Для удобства гостей в музее Йорюк работают несколько очень уютных кафе и ресторанов. После ознакомления с музеем хозяин этого этнографического комплекса Исмаил Узуноглу, сыграв на национальной багламе, спел несколько старинных песен йорюков. Затем Исмаил Узуноглу в своем ресторане угостил нас блюдами традиционной кухни. Kızım mayalarda bordan göçelim ah. Kaldıra gelin kırkmaları da oradan öpelim. A boynu boncuklu, ardı çocuklu gelin ah. Kuyu didi taşlı olur, öksüz gözü yaşlı olur. Ana baba var emme, yar kokusu başka olur. Yayla yollarında kaldım yalnız. Ay gelin aman. Eşe dosta malum olsun halımız aman aman aman. Ben varmam oralıya, orada buralıya. Allah nasip eylesin davullu zurnalıya. Ben varmam enekliye, yoğurdu sinekliye. Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye.
olsun sizlere değerli abilerim. Baba dağın dumanı, baba dağın dumanı, yoktur cavrun imanı, yoktur cavrun imanı. Altından köşk yaptırdım, altından köşk yaptırdım, gümüşdendir divanı, gümüşdendir divanı. Oy gülüm gülüm gülüm, oy gülüm gülüm gülüm, peşte ballı sümbülüm, peşte ballı sümbülüm. Bize yaylalı derler, bize de yaylalı derler. Biz çekemeyiz bu nazı, biz çekemeyiz. Haydi dalaman. Var olun yörükler. Sarıda zeybek şu dağlara yaslanır, ben yandım. Var ol muhtarım. Bir günde olur deli gönül uslanı destursuz. Süpürgeyi boyadım, ayarım kapardına dayadım. Kız sen gelecek diye a güzel bıyıkları boyadı. Yar sen gelecek diye a güzel bıyıkları boyadı. Быть собеседником Юрюков очень интересно. Недавно мы в Стамбуле организовали съемки о быте и жизни юрюк-туркменов. Hoş geldin teyzeciğim. Nasılsın? Hoş geldiniz. İyiyiz, hamdolsun. Teyzeciğim biz Тетя, скажите, пожалуйста, мы сейчас где находимся? İstanbul. Недалеко от Стамбула, в поселке Бейкоз. Сегодня я принимаю гостей у себя в зоне отдыха. Меня зовут Гюльдане, 68 лет. Воспитывала 9 детей. 4 мои были, а 5 без матерей. Всех воспитывала, не отличая друг от друга. Когда мне было 20 лет, родители выдали замуж. Мужа увидела только в автобусе, когда он забрал меня к себе домой. В те времена были трудные годы, еле находили кусок хлеба. Я не была для детей мачехой, они тоже меня любили, уважали. Воспитание детей было самым важным в моей жизни. Наши дети – это будущие граждане нашей страны. Наши дети должны вырасти прекрасными гражданами, хорошими отцами и матерями. Но и это не все. Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша счастливая старость. Плохое воспитание – это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед другими людьми, перед всей страной. Прежде всего обращаюсь к молодым семьям. Правильное воспитание с самого раннего детства – это вовсе не такое трудное дело, как многим кажется. Хорошо воспитать своего ребенка легко, может каждый человек, если только он действительно этого захочет. А кроме того, это дело приятное, радостное и счастливое. Советую родителям всегда помнить об этом, всегда стараться воспитывать так, чтобы ничего потом не пришлось переделывать, чтобы с самого начала все было сделано правильно. Во время нашей беседы к нам присоединяется муж бабушки Гюльдане.
Скажите, пожалуйста, вы с мужем часто ругались? Ceyiz verdiniz. Ceyiz verdim tabii. Как жить без споров? Без нитки до иголки шубы не пошить. Слава Аллаху, у нас серьезных ссор не было. Мы трудяги. Честно, время даже не находили для ссоры. Kaç yaşındasın teyzeciğim? Среди юрюк-туркменов почет и уважение к людям преклонного возраста стали национальной традицией. Уважение к старшим непосредственно связано с религиозной практикой не только юрюков, но и всех тех, кто желает сохранить свои традиции и религиозные принципы на долгие годы или столетия. Стоит отметить, что во многом это качество исходит из внутрисемейного положения, то есть от того, каким образом формируются отношения между членами семьи разных возрастов. Таким же примерно будет и отношение к окружающим. Это и выделяет уникальную суть человеческой натуры, которая в отношении себя приемлет лишь благородные и в то же время выгодные его духовному устроению чувства. К сожалению, последние годы складывается такое впечатление, что чем более развита цивилизация и технологии, тем меньше уделяется внимания родственным отношениям и уходу за стариками. Возможно, кто-то скажет, что почти каждый день созваниваются, справляются о делах и здоровье, но постоянная занятость или решение повседневных проблем не позволяет долго находиться рядом. У кого-то могут быть другие причины, но здесь стоит обратить внимание не только на здоровье и дела, но и на то, как можно за промежуток заочного разговора перенять мудрость почитаемого дедушки или бабушки. Üç oğlan, bir kız da benden. Сегодня время стало совсем другое. Интернет, дорогие телефоны портят молодых. В наше время этого же не было. С уважением, вежливо, с любовью относились ко взрослым. Прогресс в культурном развитии любого народа, в том числе и у нас, юрюков, в большей мере заключается в почитании и уважении к старшему поколению. До тех пор, пока существует человечество и человеческие отношения, вопрос об уважении к старшему поколению будет актуален всегда, вне зависимости от развития цивилизации и технологий. Böyle olsun böyle olsun bayramımız böyle olsun bayramımız böyle olsun. Her bir yandan verey haber deli gönül bak derbeder. Sefa bacımızdan Yusuf baba hep bayramımız böyle olsun. Böyle olsun, böyle olsun. Bayramımız böyle olsun. Efendim alkış vuran eliniz var, gönlünüzde gülünüz var. Derneğinizde ne çok keliniz var. Her bayramımız böyle olsun. Bayramımız böyle olsun. Bayramımız böyle olsun. Deme aşık haber olmaz, deli gönül yerin bulmaz. Süleyman'da Tahir'den yeri kalmaz. Her bayramımız böyle olsun. Bayramımız böyle olsun. Bayramımız böyle olsun. Dokunma insan ağasına, gönüllerin rüyasına. Dokunma Erol'un dünyasına. Bayramımız böyle olsun. Bayramımız böyle olsun. Bayramımız böyle olsun. Ona anne değildi değil mi? Evet. Bu konuda neler aktaracağız izleyicilerimize? Предпринимательница Гюлюстан Ханум, одна из уважаемых благотворительниц, также присоединяется к нашему разговору. Мы должны любить свою культуру, обычаи, традиции и образ жизни, и должны передать будущему поколению, чтобы продолжали существовать наши корни, прошлое. У кого нет прошлого, нет будущего. Традиции помогают народу сохранить свою культуру. Через них из поколения в поколение передаются ценности, нормы поведения и идеи. Но что-то теряет актуальность, а что-то адаптируется под современные условия. Глубокое уважение к своим корням возрождает интерес к прошлому, генетическому происхождению юрюк-туркменов. В свою очередь, старшее поколение делится своими воспоминаниями, рассказами и мудрыми советами, тем самым способствуя сохранению традиций и культуры для того, чтобы в целости передать их будущему поколению. Каждый из нас гордится своим генетическим происхождением, культурой и историей своего народа. Было время, когда мы недопонимали свои традиции, не соблюдали обряды, но все можно возродить. Возрождение
Насаждая и соблюдая свои традиции, мы можем дать толчок новому развитию нашей истории и культуры. Тем самым мы сохраним свою нацию, свой быт и свои нравы, сказала Гюлистан Ханым. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul Bursa'ya değer gözlerin, İstanbul Bursa'ya değer gözlerin. Arasam bulunmaz dünyada eşin, İzmir'i Konya'yı değer gözlerin. Arasam bulunmaz dünyada eşin, İzmir'i Konya'yı değer gözlerin. Ben seni severim ezel ezeli, ben seni severim ezel ezeli. Bana cefa etme dünya güzeli, bana cefa etme. Уважаемые телезрители, вы можете пригласить творческую группу программы «Мост дружбы» для съемок культурных мероприятий, где будут показаны национальные обычаи, традиции, игры, а также на знаменательные даты, народные гуляния разных национальностей. Кроме этого, вы можете поздравить своих друзей, родных и близких с их особенными датами.
принимай от вас приветы и поздравления. Мы хотим создать для вас условия, чтобы вы могли передать друг другу приятные пожелания, выразить уважение и любовь своим родственникам, друзьям и сослуживцам. Таким образом, наводить настоящие мосты дружбы между людьми. Ведь в наши дни мы особо нуждаемся во внимании человека, который живет и трудится рядом с вами. Эти святые чувства дают стимул, помогают жить, творить и радоваться жизни. Ждем вас в рубрике «Приветы и поздравления». Обращайтесь по телефону 0551 66 52 52.